Но сейчас у тебя подзащитный это как раз человек, который сидит непосредственно в тюрьме в ФСБ в Москве. Это Роман Сущенко, украинский журналист из Укринформа. Что будет с ним, кто и как будет его защищать? Ну, его уже защищает. Я, так сказать, предусмотрел такую ситуацию заранее, и с самого начала участвовал другой адвокат, который сейчас в этом деле выступит в суде. Но это как бы не решающий фактор, так сказать, в том смысле, что я не хочу называть его фамилию, поскольку я знал, что если однозначно с самого начала я озвучу ее, то лишат статуса сразу двоих. Так лишили одного, и второй может продолжать пока работать. Но поскольку я, по моим расчетам, все-таки вопрос должен разрешиться в мае. Это не значит, что его в мае отпустят, но в мае принципиально договорятся о том, что будет дальше. Потому что приговор прозвучит точно до середины мая, до приезда Макрона, президента Макрона, участника нормандского формата в Санкт-Петербург, где будут переговоры с Путиным. Я точно знаю, что о судьбе Романа Сущенко будут разговаривать. И это главное. Никто будет его защищать, ничья фамилия будет стоять в качестве на последних двух заседаниях суда, да? А все-таки кто договорится о том, что Романа меняют на кого-то из россиян, которые в Киеве? Хотел бы уточнить, Марк, просто точную формулировку. Есть большой шанс, по твоему мнению, что Роман Сущенко, договоренность о его обмене будет достигнута в ходе визита Макрона на экономический форум в Санкт-Петербург, президента Франции? Да, потому что эта информация с разных источников у меня есть, инсайдерская. Плюс вот совсем недавно жена Сущенко, Романа Сущенко, Анжелика, встречалась с министром иностранных дел Франции Ледрианом в Киеве. Ну, наряду с другими родственниками политзаключенных, у нее был с ним разговор. То есть с разных сторон мы получаем информацию, что в повестке переговоров судьба Романа Сущенко стоит. Затрагиваться будет. И, возможно, активность в отношении меня связана и с тем, в том числе, что они хотят вести переговоры в своих интересах, не будучи связаны руками, значит, присутствием адвоката Фейгина. Так это тоже хорошее объяснение, кстати. Я понял.